уважаемые участники семинара. Меня уже представили, Анна Юрьевна. Я являюсь главным разработчиком базы данных учета резерва управленческих кадров. Как видим, у нас есть еще соавтор Царенов Рашид Шаминаевич. База данных учета управленческих резервов позволяет оперативно вносить данные по каждому кандидату и также обеспечивает анализ этих данных на основе отчетов, которые будут представлены уже в этой базе. Дальше я хотела бы просто показать, как система работает. Углубляться я не буду, потому что это уже будут функции того создателя, который создавал эту систему, который будет вести ее сопровождение. Первый – это главное окно. Мы видим, что здесь нужно вводить пароли, потому что это личные данные каждого кандидата, поэтому здесь все должно быть зашифровано, предоставлять доступ только тем людям, которые имеют на это право. Для входа есть несколько разграничений. Первое – это для администратора, тот, который все это делает, заходит вовнутрь этой программы. Второе – это просто специалист, который заполняет все формочки по данным по кандидату. И третий специалист – это тот, который анализирует эти данные, имеет право рассматривать отчеты и создавать какой-то дополнительный анализ этих данных. Первое, пароль, мы заходим под администратора, да? Ну, например, мы видим, что он имеет доступ ко всем табличкам, которые были созданы специально для администратора. Здесь мы можем видеть коды данных резерва, дополнительное образование, должность, вход в систему, регионы и так далее. Администратор имеет право создавать и дополнительные таблицы по требованию, которые, например, будут в каких-то стандартах, что нужно для этого кандидата добавить какую-то дополнительную информацию. Также у создателя есть доступ к созданию запросов, форм отчета. Второе для специалиста. Для специалиста первое окно – это у нас все правила заполнения дополнительных форм. Здесь прописано, как нужно заполнять, какое поле нужно заполнять и так далее. Для упрощения работы системы было предложено создание дополнительных таких выплывающих формочек, которые будут вам подсказывать, что и как дальше делать. Первая форма – это личные данные. Берем какого-то одного кандидата и заносим все личные данные в эту формочку. Здесь есть специальный код, по которому будут обрабатываться данные одного человека. Дальше идет фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, страна, регион, район. Здесь было продумано так, что можно добавлять в эту систему какие-то новые регионы, районы. То есть, может быть, администратор не предусмотрел какие-то дополнительные районы, регионы, поэтому человек может сам внести в эту систему новый какой-то регион. Это очень удобно, чтобы не просить администратора, чтобы он зашел там, добавил, потом мы уже начали вносить эти данные. Дальше здесь же можно вставить фотографию, чтобы было наглядно видно, кто этот человек, семейное положение, адрес проживания, обязательно с индексом. По каждой формочке можно навести на нее, и там будет видно, как заполнять, что именно заполнять, какие данные нужно ввести. Если какое-то поле не будет заполнено, система дальше работать с ним не даст. То есть это также было придумано для того, чтобы человек понимал, что эти данные обязательны для внесения, поэтому их необходимо обязательно вносить. При этом необходимо сохранить и нажать на кнопку «Далее». После идут... И по ходу вопрос можно? Да, можно. Если сайта нету, если электронной почты нету, что бывает такое? Ну, тогда ставим просто прочерк, и система, да, будет видеть, что какое-то есть, что человек не просто не посмотрел, да, что там нету как бы этого. Он знает, что нету адреса, он хочет поставить пропуск. То есть это запрограммировано? Да, это все запрограммировано. Второе образование, тут тоже все наглядно видно. Каждое поле под названием, уровень образования, все остальное. Там, где стоят стрелочки, можно выбирать уже существующие
То есть не нужно по 20 раз вводить одно и то же учебное заведение. Нажали стрелочку, оно вывелось, поставили, все. Очень удобно, быстро и без ошибок можно вводить эти данные. Опять же, тут можно добавить основное образование, то есть у человека может быть несколько образований, да? Поэтому есть дополнительная кнопка «Добавить основное образование». Дальше опять сохранить и дальше. Следующее уже идет формочка по дополнительному образованию. Здесь все то же самое, но здесь еще количество часов указывается. То есть по курсам обязательно это нужно. Следующая у нас формочка – это должность. По должности здесь есть несколько примечаний. То есть если у человека была какая-то должность и он там проработал совсем немного, то это нужно указать в примечании. Также любые пояснения к этой должности тоже можно указывать в примечании. Опять вот сохранить, написано обязательное сохранение. То есть вы всегда при вводе должны сохранить данные. Без этого система тоже не даст вам дальше работать. Потому что система сначала сохраняет, проверяет, что вы все ввели, потом нажимаем кнопку «Далее» и все хорошо работает. Следующее – это служба в вооруженных силах. Тоже здесь два поля можно вести через стрелочки, тоже очень удобно. Также нужно заметить, что наверху есть специальное поле, которое уже видно, что код, фамилия, имя и отчество, для кого мы заполняем. Иногда бывают такие случаи, что фамилия и отчество поменялось. Это может быть из-за того, что у кого-то одинаковая фамилия и отчество бывает. При этом нужно смотреть на код. Если код совпал с тем человеком, который на самом деле мы заполняем, то все хорошо, продолжаем дальше делать. Следующее – это основная формочка, которая уже заполняется по резерву. Здесь заполняется дата включения в резерв, основания, которые есть, рекомендации. В рекомендациях записывается тот человек, который порекомендовал этого человека на кандидатуру. Следующее – куратор, полностью его данные, и по дополнительным информациям тоже можно вводить любую информацию. Код резерва и район. Также здесь район можно добавлять. После последней формочки у нас есть, опять также сохраняем. После этого, если у нас есть еще один кандидат, то мы нажимаем кнопку «Далее», «Новый кандидат». При этом у нас начинается с первой формочки личные данные, начинаем заполнять уже на нового кандидата. То есть нам не нужно выходить из этой системы, чтобы опять начать все заново, работать дальше. Теперь рассмотрим формочку для специалиста-эксперта. Здесь представлены отчеты в табличном виде, которые человек может просто посмотреть, либо выгрузить в Excel и там уже произвести дополнительные действия, либо уже для печати посмотреть. Запросы, например, отбор по резерву. Все запросы я сделала с помощью вспомогательных всплывающих окошек, чтобы вам никуда не заходить в дополнительные окна. Здесь же можно ввести сразу, какой вам нужно резерв. Вводим единственную буковку, которая прописана здесь, например, П предприятие учреждения. Нажимаем буковку П, ОК. Выходит табличка, в которой уже все видно. Следующее, в системе предусмотрено портфолио этого человека. Все данные, все, что вы вводили, есть в этой форме. Эта форма создана по всем кандидатам. Также здесь можно сделать поиск, внизу написано, и найти нужного вам человека. Следующее, здесь я показала схему данных, в которой все эти формы, все таблицы, они друг с другом связаны. То есть, если вы ввели в одну таблицу человека, но забыли ввести в другую, например, формочку как-то пропустили, то система вам не даст дальше работать. Она покажет, что вы не довели данные, и вам нужно будет найти этого человека и внести свои данные дальше. Это тоже создано для того, чтобы, например, человек не подал все данные ваши, но при этом вы должны его внести туда. Поэтому здесь также удобно это сделать. Следующее, здесь при работе с этой базой бывают такие возможности, что нельзя перекинуть с одной базы данных в другую. Например, интернет-соединение не работает. Да? Здесь можно сделать выгрузку импорт-экспорт. Импорт мы загружаем, экспорт мы выгружаем данные. Эти данные выгружаются в Excel в зашифрованном виде.
Потом после передачи, например, на флеш-накопители, мы можем внести эти данные уже в основную базу данных. Все, это была программка. Если есть вопросы, можете задавать. Наталья Владимировна, еще раз комментарий по этой программе. Те данные, которые вы давали по резерву управленческих кадров, студенты пытались туда забить, но они, конечно, там не полные. Сейчас вы уточнять, поэтому вы не являетесь. Как это согласуется с законом о защите персональных данных? То есть это общего доступа не будет, да? Нет, все через пароли, все да, то есть будет единственный. Кто ее, оператор, кто ее как обслуживает? То есть это как загрузили в базу данных в каждом районе, в том числе у нас, у вас. Отправили мне. И все. А кто будет работать? Системник, да? Администратор, который... То есть забивать, первоначально это забить надо базу, потом только движение дает, да? Это направляется мне, я ее буду смотреть по всей плюсы и минусы. Плюсы в том, что это единая база данных. Это единая база данных, и она упрощает, то есть она вот так отчеты формирует, то есть вам самим будет удобно, не надо кого-то найти. И фамилию, вам по этому отчету вышло подпольно. Или надо сбить в определенную группу. Эта программа вам сведет вот эту группу быстрее. Нам ее как-то скинут, и у нас установят ее, да? Как вы дальше работаете? Она вообще, она такая же, как Word, как Excel, то есть это та же самая, то же самое. Да, у нас было, когда мы ее начали создавать, мы сразу предусмотрели то, что у большинства компьютеров установлен 2007 год Access, который. Поэтому мы специально сделали на 2007 год, потому что, чтобы не было конфликтной ситуации, и мы могли установить буквально всем, тем, кто будет работать с этой базой данных. Мы ее сейчас уже пытаемся забить, но вряд ли сейчас вам объяснили, показали, что мы не видели. Начнем по ней работать. А вот я не увидел такие графы, как прохождение аттестации, классный чин, рост, это динамика. Мы взяли только те данные, которые с нас требуют по резерву управленческих кадров, скажем так, ту отчетность. А дополнительно можно ввести... Да, можно ввести, если потребуется, мы, конечно, можем дополнить это базу. Ну, вот это как раз качественная характеристика и будет его служащего. То есть, да, когда действительно прошел аттестацию успешно, неуспешно. Какой-нибудь действующий какой следующий год аттестации повышение квалификации операции будет необходимо? Вызов нажал, какие люди не прошли обучение. Сразу они вышли. Это не будет заменять работу прямого кадровика все равно, да, правильно? Помогать? Что одобряем, берем на вооружение, да, дальше пока работаем, либо тестовый режим нам нужен здесь, как? Здесь я хотела бы обратиться к коллегам, вот Анна Юрьевна в прошлый год, она учится в магистратуре, это ее ноу-хау, скажем так, по заданию Натальи Владимировны, вот, те параметры, которые были, она вот сделала, да, и если у вас есть запросы, конечно, можно дополнить это, не проблем, не вопрос. Анна Юрьевна закончила наше направление бизнес-информатика и успешно продолжает. Но единственное, что это все сделано на энтузиазме. Вот я говорю, вот туда авторские права-то. Вот, да, они подают на патент. На патент? Да, тогда это уже становится платным продуктом для нас. Нам как первым этим бесплатно. Мы готовы протестировать на всех муниципальных районах и городах нашей республики. Ну, допустим, я правда говорил о направлении, которые мы могли бы проплатить через ассоциацию, допустим, такие программы. Давайте подумаем. За счет взносов. Это каждого по рублю, но зато программы продукт есть. Хорошо, мы тогда еще думаем над этим вопросом. Все, здесь мы. Спасибо. Спасибо большое, Анна Юрьевна. Успехов вам. Будем дальше сотрудничать.